Добрый день, уважаемые участники нашего вебинара. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. И сегодня мы с вами поговорим об актуальных вопросах помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, ТНР так называемые. Дети с тяжелыми нарушениями речи входят в группы ОВЗ для детей. ОВЗ. ОВЗ – это особенные возможности развития детей, в которые входят, конечно, и дети с нарушениями речи. Так, с чего мы с вами начнем? Итак, кто же такие дети с тяжелыми... Еще раз разрешите представиться. Меня зовут Игнатова Ярослава Игоревна. Я являюсь консультантом Коми Республиканского института развития образования и являюсь учителем-логопедом МДУ детский сад 61 города Сыктывкара. Так, ну давайте начнем. Тоже такие дети с тяжелыми нарушениями речи. Это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление их психики. Так. И так или иначе, тяжелое нарушение речи влияет на жизнь ребенка. Отмечается вообще развитие речи ребенка тесно связано с его общим психическим развитием. В большинстве случаев, потому как ребенок говорит, можно судить, насколько он развит в целом. Занимаясь развитием речи, мы способствуем его интеллектуальному развитию. Чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания, факты, то есть информация, материал для мышления. Следовательно, и через этот канал речевое развитие способствует развитию мышления. Так или иначе, тяжелые нарушения речи, когда у ребенка присутствуют, они, естественно, влияют на его жизнь. Какие проблемы возникают? Это отмечается отклонение в эмоционально-волевой сфере. Деткам присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность и обидчивость. И, конечно же, вследствие трудностей в общении с окружающими, например, налаживание контакта со сверстниками. И, естественно, требуется целенаправленная коррекционная работа в данной ситуации. Так. Извините. У многих деток с ТНР трудности отмечаются в связи со сложностью структуры дефекта. В речи детей отмечаются какие трудности. Это, естественно, формирование грамматического строя речи, затруднения в словообразовании, употреблении предлогов, падежных окончаний, порядка слов в предложении, формирование звукопроизносительной стороны речи, дифференциации звуков, вовладение звукобуквенным анализом, обучение составления рассказа по серии картинок, пересказа, произведения, сказок и так далее. Наверное, одно из самых тяжелых нарушений – это когда абсолютно нету речи у ребенка, при всем, что интеллект сохранен. Это также является тяжелым нарушением речи. То есть ребенок понимает обращенную речь, понимает вопросы, понимает падежные вопросы, понимает, например, словообразование, но высказать он этого не может. Поэтому это тоже является достаточно тяжелым нарушением. Ну и также у детей с тяжелыми нарушениями речи наблюдается нарушение общей и мелкой моторики. Так, у большинства детей проявляются психоневрологические, соматические расстройства, пониженная сопротивляемость к различным инфекциям, аллергическим реакциям, хроническим заболеваниям внутренних органов. Поэтому большое значение в коррекционной работе с детьми имеют лечебные и профилактические мероприятия. Большинство моих воспитанников в логопедической группе находятся под медицинским наблюдением и на педиатрическом активном лечении у педиатра, невролога, невропатолога и психиатра. Какие же рекомендации можно дать родителям для того, чтобы преодолевать вот эти проблемы в речевом развитии ребенка? Конечно же, это нужны условия. Условия, чтобы
ребенок испытывал удовлетворение от общения со взрослым, получал не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился правильно строить предложения, четко произносить звуки, интересно рассказывать. Расширяя круг представлений ребенка о предметах и явлениях, беседуя с ним на различные бытовые темы, близкие, доступные пониманию малыша, темы, которые доступны малышу и возрастным особенностям ребенка. Родители тем самым не только будут расширять его кругозор, но и способствовать владению правильной речью. Делая что-либо по дому, берите ребенка с собой, чтобы он видел действия, которые выполняет взрослый. Одновременно проговаривайте название всех действий, которые вы делаете, выполняете. Разрешайте манипулировать с бытовыми предметами, ну, естественно, конечно, безопасными для здоровья, чтобы малыш имел возможность слышать бытовые звуки, видеть, откуда они возникают. Ну, предположим, работая, ну вот играя с ребенком, да, во-первых, бытовая среда, она окружает везде ребенка, да, и дома, на улице. Естественно, вот это достаточно позитивная такая среда, в которой можно работать, отрабатывать все, что необходимо. Даже если ребенок молчун, но на эмоциональным фоном мы эмоционально с ребенком играя, вызываем какие-то речевые реакции ребенка. Помогайте ребенку, чтобы ребенок вырабатывал слуховое восприятие ребенка, чтобы ребенок слышал эти бытовые звуки, как они возникают, где они возникают, в каких условиях они возникают. Например, если вы играете, предположим, с ложкой, естественно, прямое назначение ложки – это что-то кушать, да, ложкой набирать еду. Но мы, когда играем с ложкой, предположим, даже прием пищи ребенка, да, мы все это можем речевлять. Говорить ребенку, предположим, это ложка. Ложка, она холодная, металлическая, большая, например, столовая, да, то есть расширять словарь ребенка по такой теме, как посуда. Столовая ложка, чайная ложка, которую мы мешаем чай. Есть кофейная ложка. Ложка твердая, ею можно постучать по столу. Ложка звонкая, вот уроните ее на пол, и пусть ребенок услышит заданный звук звонкости. То же самое можно ложку уронить, положим, на какой-то мягкий предмет, на то же самое на горло уронить. Вы услышите, уже не услышите такой звонкости, да, и тут получается элемент экспериментирования, вы проверяете с ребенком, и все это проверяете, какой звук извлекает данный предмет, и в то же время вы все это ребенку речевляете, да, и не обязательно, ну, как бы делать это не один раз, предположим, а проделывать многократно данные действия, не обязательно только с ложкой, да, вы можете взять не только ложку, вы можете другой какой-то предмет металлический и то же самое с ним проделать. Манипуляции такие, чтобы ребенок слышал, что не только ложка издает данный звук, а и другие предметы. И все это мы в игровой форме ребенку объясняем. Затем игры, как говорится, есть на кухне игры, есть игры в комнате, есть игры на улице. Все, что вы видите, вы всегда ребенку все рассказываете. Также пытаясь найти речевой отклик именно от ребенка. Если ребенок не разговаривает, то хотя бы, предположим, работать над звукоподражанием. То же самое, самая ложка упала, бум, да, звукосочетание, бум. Вы удивились на эмоциях, вы сказали, ах, да, упало что-то, да, или наоборот, разбилась чашка, вы сказали, ох, да, и услышали другой совершенно, ребенок услышал звук, предположим. И вот на такой звуковой среде вызывать у ребенка какие-то речевые реакции. Затем, какие еще мы можем, сейчас
посмотрим. Ну, я сейчас пока перейдем, и потом к практической части посмотрим, какие игры можно использовать. Также уделяйте внимание развитию мелкой моторики. В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движение пальцев рук, расположены очень быстро, стимулируя тонкую моторику, активизируя тем самым соответствующие отделы головного мозга. Мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. Про мелкую моторику, здоровье-сберегающие технологии я говорила на предыдущем вебинаре. Это тоже можно посмотреть, выйти на сайт КРИРО, консультационного центра, и посмотреть записи технологий, которые мы можем использовать в нашей деятельности с ребенком. И про мелкую моторику достаточно много я тоже говорила. Какие еще бывают нарушения? Ну вот если мы вернемся к предыдущим, да, вот мы посмотрим. Формирование грамматического строя речи. То есть тоже у ребенка с тяжелым нарушением речи затронуты какие-то центры. Мы сейчас не будем в медицинские подробности вдаваться, да, но центры, которые отвечают именно за словообразование, словоизменение, пространственные отношения. И вот если, предположим, у ребенка нарушено формирование грамматического строя речи, то есть ребенок не понимает падежных конструкций, не может употреблять предлоги, пространственные предлоги, с трудом понимает, что образование новых слов, слов множественного числа, слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Конечно, это достаточно такая сложная, кропотливая работа, и ребенок в данной ситуации, он с вами разговаривает, но он разговаривает как иностранец, если вы обратите внимание, то есть либо затрудняется в употреблении родовых понятий, говорит что-то в неопределенной форме, не понимает, вот еще раз скажу, падежных окончаний, то есть падежных вопросов, и, естественно, неправильно формирует свою фразу. Поэтому, работая с ребенком, старайтесь проговаривать четко, немного утрированно, делайте акцент на окончании. Если ребенок неправильно, например, воспринимает ваш вопрос, неправильно произносит окончание слова, то тогда вы не злитесь, не заставляйте его сказать правильно. Скажи правильно, как надо сказать. Вы, наоборот, покажите всегда ему правильный ответ, образец, как нужно ответить на вопрос, и затем снова задайте данный вопрос, чтобы ребенок уже на основе вашего образца мог ответить правильно. Да? И если вы видите, что ребенок затрудняется, предположим, вы задаете вопрос, он в данной ситуации не может ответить, то значит возвращайтесь к этому снова и снова и формируйте. Предположим, у ребенка западают родовые понятия, он не отождествляет женский род, мужской род, средний род, множественное число. Начинайте с ним играть. Играть с простого, например, возьмите только женский род и подберите либо игрушки, либо картинки, либо бытовые предметы, которые существуют у вас дома, ну, есть дома. Идете на улицу, тоже обращайте внимание, но только на предметы женского рода. Играйте такая, например, игра, жадина называется, да, но только ребенку объясняйте, что в эту игру вы будете играть, это игра, и вы в нее будете играть, а не постоянно быть жадиной какой-то, да, вот, и произносите, например, чья рубашка, ребенка одеваете, чья рубашка, ребенок говорит, моя рубашка, вы спрашиваете, чья кепка, моя кепка, спрашиваете, предположим, чья машинка, моя машинка, сказать, да, и родители, предположим, они уже знают, что ребенок имеет в виду и догадывается. Посторонний человек, он, естественно, не может понять, что хочет сказать ребенок. Родители тут же спешат на помощь. О, давайте, мы сейчас вам мы расскажем, что он просит, например.
например, да, в данной ситуации не нужно за ребенка говорить, нужно стараться ребенка выводить на то, чтобы он правильно произносил слова. Поэтому, например, работая над той же самой звуковой структурой слова, над начальным произношением звук, ну, над звуками раннего антогенеза, вы смотрите, какие звуки произносят, какие не произносят звуки. Может у ребенка изолированно произноситься звук, но ребенок при этом в словах этот звук не произносит. Поэтому старайтесь ребенку говорить четко, немного утрированно, произнося слова, чтобы ребенок видел органы артикуляции, чтобы он видел, как произносить. То есть сами не комкайте слова, не глотайте окончания, да? Четкое, ясное произношение слова. Если, например, у ребенка пытается за вами повторить слово, и у него не получается, еще раз повторите данное слово, но уже по слогам. Например, ребенок не может сказать слово, ну, автобус. Достаточно распространенно, но вот когда идет ребенок либо говорит автобус, или ато, или бус, или любое сокращенное слово, аморфное слово. Проговариваете, но вы знаете, что у ребенка звуки, предположим, есть. Даже сложный звук такой, который идет, например, стоит в конце слова, да, пусть этот ребенок не может произнести этот звук, но вы в любом случае четко проговариваете слово автобус и даете акцент. Показывайте ребенку, как это слово произносит. Вот. Пусть ребенок точно так же по слогам за вами повторит. Не стесняйтесь, не торопитесь, и все слова проговаривайте четко. Не забывайте, что вы являетесь, как родители, образцом, показателем, как правильно нужно все произносить. Если, предположим, бывают такие случаи, что в семье, например, у кого-то, кто-то из родителей сам не может произнести правильно, ну, чаще бывает, «л» не произносят родители, «р» не произносят, многие родители приходят, у них у самих проблемы с звукопроизношением, тогда пусть произносит слова член семьи, тот, который четко произносит данные звуки, чтобы ребенок также слышал четкую речь. Потому что встречались в моей практике такие случаи, когда мама сама неправильно произносит, но от ребенка, дочки, требовала произношения звука. То есть она достаточно некрасиво картавила и показывала свой неправильный, некрасивый звук и пыталась из ребенка извлечь этот звук. И мне пришлось маме, ну, без присутствия ребенка сказать, что давайте мы остановимся, мы не будем просить у ребенка, мы сначала отработаем этот звук, мы его поставим, потом мы его введем в речь. Поэтому всегда следите за тем, чтобы ваша речь была образцом для ребенка. Так, ну, естественно, когда вы с ребенком общаетесь, важен обязательно эмоциональный контакт, эмоциональный выразительный разговор, интонационное чтение сказок, потешек. Многие родители, помимо того, что на ночь читают, ну и читают в течение дня, когда есть свободное время, обязательно придумывают и читают своим детям книги. Это очень хорошо, и это не нужно забывать, потому что речевое развитие ребенка чтение играет очень большую роль в речевом развитии ребенка. Потому что, во-первых, ребенок учится слышать, учится воспринимать интонацию, играть, подражать, учится через чтение тех же сказок, например, учится выстраивать диалог сначала с игрушками, затем со своими сверстниками, с родителями. Естественно, ребенку всегда очень приятно воспринимать эмоционально окрашенную речь. Ему легче это слушать и запоминать новые слова. Так, ну, по поводу
чтение все понятно. Если проблемы, например, еще раз вернемся к звукопроизношению, хочу еще родителей, наверное, предостеречь от того, что если ребенок неправильно произносит какие-то слова и звуки, не надо над ним смеяться, передразнивать его, подражать его речи. Наоборот, вот еще раз вернемся, да, что вы должны быть образцом, потому что также еще в моей практике встречались такие родители, вот приходит ребенок на консультацию, то есть мама с ребенком приходит на консультацию, мы вот неправильно говорим. То есть мама всегда тоже говорят «мы», то есть себя воспринимая вместе с ребенком. Но ситуации бывают такие, то есть мама вроде бы взволнована, то, что ребенок некрасиво, неправильно говорит, что-то неправильно произносит, но когда я начинаю ребенка проверять, то есть помимо звукопроизношения я и общее речевое развитие начинаю ребенка проверять, вступая с ним в диалог, выводя его на контакт, и когда ребенок неправильно что-то произносит, мама сидит, в лучшем случае, если мама тихо хихикает. Но бывает, что родители достаточно громко выражают свои вот этот странный вот немножко отклик на неправильную речь ребенка. Поэтому нельзя так себя вести. К ребенку нужно относиться, вы пришли с его проблемой, и вы его проблему, по идее, вы выставляете наружу, смеетесь над его проблемой. Поэтому, уважаемые родители, еще раз призываю к тому, чтобы не надо над своим ребенком потешаться. Вы, с одной стороны, вы переживаете за его речь, с другой стороны, вы так относитесь к его речи. Поэтому никогда не надо ругать за плохую речь, требовать, чтобы он немедленно, правильно все повторил. Естественно, это будет приводить к тому, что ребенок может замкнуться, может перестать произносить, повторять за вами слова, либо будет заменять другими словами, чтобы не произносить то, над чем вы посмеялись, предположим. Да? Не подражайте ребенку, не нужно произносить неправильные слова. Лучше повторить за малышом, но произнести все правильно, корректно. Произносить слова нужно не орфографически, а орфоэпически. Предположим, вы говорите, есть слово бегемот, вы говорите бегемот, да? Вы же не говорите бегемот, да? Говорите бегемот, бегемот. Или, предположим, слово у нас молоко, да? Мы же не говорим молоко. Давай повторим молоко. В данной ситуации нам не нужен именно орфографический, что как пишется слово. Ребенок научится писать в школе, и он будет знать орфографию, его научат орфографии в школе, да, но когда мы разговариваем, мы же не произносим орфографически все слова, иначе бы наша речь немножко звучала бы смешно. Так, ну, естественно, нужно договариваться, нужно, чтобы у ребенка появилась потребность в пользовании речи как основным способом общения с близкими людьми и сверстниками. Когда ребенок начинает говорить, важно вызвать мотивацию к речи, просить, чтобы он произнес слова, повторить название предметов, как я уже говорила, эмоционально значимых для него ситуаций. Предположим, ребенок, почему вот эта эмоционально значимая ситуация, когда ребенок произносит какую-то просьбу, хочет выразить, да, но он не может этого сделать в силу своего дефекта, в силу того, что он вообще не может произнести, он пользуется только, предположим, какими-то аморфными либо словами, либо звукоподражанием, либо еще что жестами. Вот, поэтому с ребенком вот эту ситуацию эмоциональную, да, с ним нужно проигрывать. Вы его прекрасно поняли, что он хочет, но сделайте вид, что вы его немножко не поняли. И помогайте ребенку, вот как я уже сказала, по слогам.
хотя бы первое начало слова, чтобы он повторил. Помогите выстроить ему фразу. Если, предположим, слова уже есть у ребенка в лексиконе, тогда помогите выстроить правильно фразу. Не заменяйте слова на неправильное значение слов, так, чтобы, например, вот, ну, такие бывают перчатки заменять рукавицами. То есть у каждого слова должно быть значение. Есть, вот, например, еще коробка от торта. Вы не говорите «возьми торт», да? Вы говорите «коробка от торта». Называйте все вещи своими именами. Проговаривайте с ребенком назначение, ну, сейчас, секундочку. Обобщающие понятия. То есть, вот, предположим, у нас есть транспорт, да, чаще дети пользуются словом «машина». Машина у них самолет, там, поезд, вот мы называем, ребенок знает именно слова самолет, поезд, вертолет. Когда его спрашивают, что это такое, ребенок говорит машины. То есть он не может обозначить, что это транспорт. Да? У нас есть транспорт воздушный, транспорт наземный. Вот. Об этом говорить, обобщайте слова в единую группу. Но также бывает наоборот, когда ребенок только пользуется обобщенным понятием, обувь, предположим. Вы надеваете, обуваете ребенку сапоги, и говорите, или там снимает ребенок ботинки, или что-то вот именно какой-то вид обуви. Ребенок, вы ребенку говорите, поставь обувь туда, поставь обувь на полочку, поставь обувь в шкаф, помой обувь там, или принеси обувь. Но вы при этом не проговариваете, что это валенки, это ботинки, это сапоги. И получается так, когда с ребенком начинаешь разговаривать, ребенок не знает, что конкретно название обуви. Он знает только обобщенное понятие, что это обувь. Вот. Поэтому все конкретно либо собирайте, либо раскладывайте. Но ребенок должен, как можно больше слов должно быть в лексиконе ребенка. Еще раз повторюсь, что когда вы разговариваете, вы проговариваете четко окончание слов. Так лучше развивается чувство языка, четкое понимание слов русской речи, владение разными ее нюансами. А дальше, вот в дальнейшем, как вы будете с ребенком разговаривать, так и ребенок будет усваивать грамматическую сторону языка. Также говорила я вам, что у детей бывают затруднения в словообразовании, но бывает обратная реакция, когда родители, начиная с маленького возраста, в младенческом возрасте, все говорят в уменьшительно-ласкательной форме. И с возрастом ребенок продолжает об этом говорить в уменьшительно-ласкательной форме. Поэтому данные слова, но при этом, когда ребенок приходит на консультацию к логопеду, и логопед говорит, спрашивает, давай мы назовем, например, чашка, а как ласково будет, да? Вот мы не можем сказать ребенку, назови в уменьшительно-ласкательной форме, ребенок не поймет этого. А мы говорим ласково. Или, например, вот большая чашка, маленькая, и ребенок не знает, как выразить. То есть он слово чашечка знает, но что это ласковое слово, он не понимает, потому что он не знает полную форму данного слова. Поэтому, когда с ребенком играете, вы все время говорите, что вот пришла курочка, уточка, да, ну вот курочка была маленькая, стала большая курица, уточка была маленькая, стала большая. У тебя есть машинка, потому что она игрушечная, а по дороге ездят машины. В твоей машинке мы можем возить песочек, а большая машина возит песок. И в данной вот этой игре, чтобы ребенок учил образовывать именно уменьшительно-ласкательную форму, он должен знать полное слово. Поэтому не забывайте. Так. Ну и
проблемы, какие у детей также еще у нас остаются. Вот вы посмотрите, если здесь. Дифференциации звуков, когда дети на слух не могут дифференцировать согласные звуки, гласные звуки, да, не могут услышать звук в заданной позиции. И часто проблема родителей, когда они разговаривают с ребенком, назови, ну, пытается как бы играть и спрашивает, давай назови первую букву в слове, например, тот же самый автобус. Первая буква. Ребенок слышит звук, мы все слышим звуки. Буква – это то, что мы видим. И поэтому, когда вы, например, разговариваете с ребенком, вы всегда называете, что мы слышим. Мы слышим звук. Учимся дифференцировать, это значит различать звуки. Звуки можно различать по длительности, то есть длинные, короткие звуки. Мы можем различать звуки высокие и низкие. Мы можем различать звуки гласные, согласные. Согласные бывают у нас твердые и мягкие, бывают согласные звонкие, глухие. И все вот эта подготовка также детей учиться фонетически различать. Предположим, играете вы в игру. Например, давай подберем словечко. Подобрать слово на заданный звук. Говорите ребенку, давай подберем слово на звук А. И ребенок придумает слово со звуком А. Ребенок называет. Даже если ребенок, вот, начиная с гласных звуков, да, вы говорите, например, вы ему в игровой форме, например, кидаете мяч, говорите, я придумал слово аист. Твое слово, а он говорит автобус. Вы говорите апельсин, ребенок говорит абрикос, да, то есть уже ребенок слышит, какой звук, то есть это умение ориентироваться в звуковой среде, понимать, что такое речевые звуки. Вот. То же самое, если у ребенка с этим проблемы, если ребенок не слышит звуки, значит, над этим надо работать. Вы говорите, давай придумаем, определим, есть ли в этом слове звук, например, «п», да, хотите узнать, а ребенок произносит слово «банка». Естественно, там звука «п» нету, да, ребенок должен понять, то есть звук парный «б», различил ребенок этот звук или нет. А другое слово говорит «папка». Тут услышал ребенок звук «п». И играете, предположим, фишечки, выкладываете. И если звук вот в данном слове есть, значит, ребенок кладет фишечку. Если нет, значит, не кладет. Ну и также звукобуквенный анализ, это уже в подготовительной к школе группе на занятиях с логопедом, с воспитателями ребенок учится именно овладевать звукобуквенным анализом. Это значит, учится определять место звука в слове, учится выкладывать схему звукового анализа, то есть это разбор по звукам и составление схемы, да, потом затем уже составление слов из букв, когда ребенок уже учит буквы и учит этими буквами с помощью этих букв читать. Поэтому эта работа достаточно тоже кропотливая, и вспоминать это школьную нашу начальную школу, когда вы, родители, тоже учились определять звуки, учились читать звуки, какие вспоминать, гласные, согласные, звонкие, глухие, твердые, мягкие. Помогайте в этом ребенку. Если вы забыли, обратитесь, конечно, к консультации к своему логопеду, если ребенок ходит в логопедическую группу, либо можно все это вспомнить на просторах нашего интернета. Ну и еще что хотела бы я сказать, то есть когда вы с ребенком общаетесь, когда ребенок ваш в процессе в речевом, когда он учится, в
правильно все произносить, правильно выстраивать фразу. Задавайте ему все время правильную инструкцию, правильные вопросы задавайте для того, чтобы получать правильные ответы. И повторюсь, наверное, и ребенок, самое главное для него это мотивация, для чего он вступает в речевой контакт со своими близкими, со сверстниками, со взрослыми. Ребенок должен понимать, для чего ему это нужно. Либо получить какой-то отклик на свою просьбу, либо что-то рассказать, потому что дети тоже эмоциональные, и каждый день для них это что-то новое, каждый день у них новое образование какие-то появляется, и ребенку нужно все это высказывать, но когда у ребенка возникают проблемы, на помощь идут взрослые, поэтому всегда будьте с ребенком на одной волне, поощряйте его за речевую активность, помогайте ребенку для того, чтобы ребенок самостоятельно смог освоить речевое все развитие и самостоятельно мог общаться и быть всегда востребованным в общении. Так, ну, наверное, я тут еще немножко вам покажу, с помощью каких средств мы можем с ребенком играть. То есть вот обратите внимание, да, игр сейчас достаточно много, очень много, для того, чтобы развивалась речь ребенка. Можно играть с ним в разрезные картинки, можно играть в сортеры. Вот обратите внимание, да, что сортеры бывают разные, не только у нас бывают по геометрическим фигурам или цветовыми фигурами какими-то. Вот. Есть с бытовыми то же самое, что окружает рядом с ребенка, то есть бытовое окружение, ближайшее окружение. Все с этим можно играть. Вот видите, тут в сортере представлены то, что и одежда, и продукты, и блюда, и все это ребенок может разместить и в то же время с ним проговорить, поиграть в какую-то речевую игру. Обязательно использовать с ребенком, я уже говорила, что когда мы играем какими-то игрушками, потому что все происходит, все речевое развитие, вообще дошкольный возраст, это и игровая деятельность ребенка, это сензитивный период, когда формируется все в игре. Поэтому играя, не просто повторять какой-то речевой материал, который вам дали на занятии, там, логопед дал вам, но и самостоятельно использовать игрушки, которые есть у ребенка. Затем, помимо бытовых каких-то предметов, вот, игры с прищепками. Смотрите, можно придумать, даже не наклеивая карточки, и игры с прищепками достаточно много. Те же самые пальчиковые игры можно с прищепками играть. Ну вот тут игра на умение дифференцировать времена года, то есть называть времена года и какие явления происходят в определенное время года. Затем у нас образование притяжательных, прилагательных, относительных прилагательных. И мы смотрим с вами игра «Какой сок?». То есть она может быть не только на кухне, да, то есть мама принесла сок из апельсин, какой мама сок принесла? Апельсиновый. А если мама приготовила, осенью мы собираем урожай, и мама сделала варенье из малины, значит, какое будет? Малиновое. И все это вот можно играть и как настольную игру, и то же самое на кухне. Приготовить обед и сказать, что мы кладем в определенный суп, чтобы сварить, чтобы он получился вкусным. То есть как настольную игру можно придумать, да, точно так же вы можете пойти на кухню и с ребенком проговорить, что вы делали с определенным предметом. Игры на магнитах очень много сейчас существует, игры на липучках. Вот игра
на умение образовывать, не образовывать, а умение использовать в речи предлоги. Где сидит девочка? Девочка сидит на скамейке, девочка сидит на кровати, девочка сидит на бревне. И сопутствующий предлог, откуда встала девочка. Девочка встала со скамейки, девочка встала с кровати, девочка встала с бревна, девочка встала с окна. В эту игру достаточно много можно играть. Вы поиграли как в настольную игру и перенесли в самостоятельную деятельность. То есть ребенок сел на диван, ребенок сел на ковер, мама села на стул. И все это мы можем проговаривать именно в игре дома, непосредственно с предметами, которые дома находятся. Следующая игра «Да и нет». Очень дети любят данную игру, когда ребенку называешь неправильный какой-то, то есть ребенок визуально воспринимает картинку, и вы его спрашиваете, это красный помидор, а на картинке нарисован зеленый перец. И ребенок должен ответить нет и назвать правильный признак данного предмета и что это за предмет. Это такая веселая форма, и детям очень нравится. То же самое можно сыграть с глаголами. Ребенок воспринимает визуально картинку, и, например, здесь написано, мальчик спит? Он говорит, да, мальчик спит. А здесь смотрите на картинку, говорит, мальчик бежит. Он говорит, нет, мальчик идет. То есть вы закрепляете и глаголы, и правильное употребление глаголов с существительными. Или то же самое с глаголами можно поиграть. Мальчик спал. Ребенок говорит, мальчик спал. Он не говорит, мальчик спала, например, да? Если ребенок проблемы с родовыми понятиями, как я уже говорила. Или мальчик бежал. Он говорит, нет, мальчик шел. То есть уже другая форма идет. Ну вот игры с бизибордами. Обратите внимание, да, можно вот с такими дверцами для деток собрать какие-то определенные картинки или пазл собрать, то есть в ячейках спрятаны кусочки пазла. Ребенок собирает этот пазл. Вот, и в то же время идет развитие мелкой моторики. Ну, развитие дыхания, упражнения, об этом мы тоже говорили на предыдущих вебинарах. Ну, вот игры на развитие связанной речи. Вот достаточно есть фразовый конструктор, когда из слов составляется фраза, да, и ребенок учится, когда уже формирование вот идет фразы, когда лексикон у ребенка достаточно уже достаточный, то мы уже формируем фразовую речь. Тут уже, когда действительно ребенок уже научился выражать свои мысли, свои действия, фразы, то мы можем уже на какое-то творческое рассказывание выйти. Да? То есть вот игра такая, просмотр телевизора. И по серии картинок ребенок составляет рассказ. То же самое истории в картинках, когда ребенок из серии картинок выстраивает какой-то сюжет. То есть сначала правильно выкладывает, затем делает какой-то рассказ, составляет. Ну вот игры колпачки, очень веселая игра. Тоже здесь можно и звукопроизношение закреплять со звоночком, и внимание, и звукобуквенный анализ делать с такими колпачками. Ну и вот сейчас последнее веяние моды – это использование Simple Dibble или Pop-it, вот такие щелкающие пузырики. С их помощью тоже можно закреплять и звукопроизношение, и слоговую структуру слова, и любые другие речевые игры. Вот, например, я вам говорила, да, придумать слова, например, чтобы расширить лексикон ребенка, вы придумываете слова, например, на тему овощи. С одной стороны, например, или берете игрушку, вот Pop-it, и у каждого своя, либо на одной игрушке, и нажимаете. Вы придумали слово на тему овощи, например, огурец, ребенок придумал, помидор,
Следующее, вы придумаете ребенок, и потом смотрите, подсчитываете результат, сколько у кого кружочков, этих пузырьков закрыто, чтобы ребенок не просто их щелкал, да, а щелкал с какой-то определенной целью. То есть это задает данную цель взрослый. Так. Ну, хочу поблагодарить вас за внимание, за то, что вы прослушали наш вебинар, что действительно формирование речи – это все-таки высшая психологическая, психическая функция человека. И, естественно, с помощью логопеда вы постарайтесь, уважаемые родители, помогать своему ребенку. Логопед, он как связующее звено, но основная работа, естественно, ложится на вас, потому что если ребенок к логопеду, предположим, ходит 2 раза в неделю, то остальные 5 дней вся ответственность ложится на ваши плечи. Не пускайте на самотек, не думайте, что все образуется само, или вы отдали к логопеду и все, и дальше работать уже с ребенком не нужно. Это все будет сформироваться самостоятельно. Нет, ребенку с тяжелыми нарушениями речи обязательно нужна ваша помощь. И вы являетесь, естественно, первым звеном в развитии не только других психических процессов, не только в эмоциональном развитии ребенка, но и, естественно, в формировании речи. Поэтому старайтесь помочь своему ребенку. Ну а если у вас возникают какие-то вопросы относительно речи своего ребенка, если вы не знаете, действительно какая-то трудная ситуация, и вы не знаете, как ее решить, то вы можете обратиться к нам в консультационный центр, записаться на консультацию. Вот обратите внимание на сайт консультационного центра КРИРО, заполните форму в разделе «Запись на консультацию», либо вы можете позвонить по телефонам горячей линии, которые представлены у вас на экранах, а также в социальной сети ВКонтакте, и обратиться за консультацию непосредственно к логопеду консультационного центра, либо к психологам консультационного центра. Также у нас в центре работают дефектологи, поэтому ждем вас к нам на консультацию. Очень было приятно с вами общаться. До новых встреч!